смотрите информационную программу «Вести Тимана». В студии Елена Двожик. Здравствуйте. Начнем выпуск с трагических событий, которые происходили во вторник на протяжении практически всего дня. В одном из подъездов в доме номер 4 по улице Зои Космодемьянской был обнаружен труп молодой женщины с огнестрельным ранением. Тело убитой обнаружила сотрудница управляющей компании, обслуживающей дом. По данным Следственного управления, потерпевшая впустила в свою квартиру знакомого мужчину. Через некоторое время она вместе с дочерью выбежала на лестничную площадку. Мужчина, выйдя вслед за ними, выстрелил в спину убегающей женщине. После совершения убийства он закрылся в квартире потерпевшей. На связь с правоохранителями не выходил, никаких требований не выдвигал. Поскольку мужчина был вооружен, для вскрытия дверей квартиры и задержания преступника было решено привлечь СОБР. Территорию вокруг дома оцепили до окончания операции. Дочь пострадавшей в шоковом состоянии госпитализировали. Сразу по прибытию, примерно в 18:00, сотрудники СОБРа начали операцию по задержанию мужчины. Во время работы спецотряда преступник открыл огонь. Прозвучало несколько выстрелов. В это же время внимание следователей привлек автомобиль, припаркованный неподалеку. Вскоре версия, что это, возможно, машина, на которой приехал злоумышленник, подтвердилась. При ее осмотре было изъято оружие. Во время штурма квартиры преступник продолжал активно отстреливаться, ранив при этом 2 сотрудников СОБРа. В 21:05 стало известно, что в результате штурмовой операции, длившейся несколько часов, злоумышленник был ликвидирован. 203 нарушений правил дорожного движения выявлено инспекторами ДПС в городе и районе за минувшую неделю. Как сообщает отдел ГИБДД Сосногорска, 8 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. 21 водитель превысил скоростной режим. Всего же с 21 по 27 марта произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Один из пострадавших скончался. В Сосногорске стартовали мероприятия в рамках фестиваля национальных культур «Радуга дружбы». Праздничный марафон, посвященный 95-летию региона, начался в Центре Коми-культуры. Фестиваль «Радуга дружбы» посвящен 95-летию Республики Коми. В его рамках в Сосногорском районе состоится множество мероприятий, организованных местными национально-культурными автономиями. Первую неделю фестиваля решили посвятить языку и традиции народа Коми. Не зря мы начали фестиваль «Радуга дружбы» именно с недели Коми-культуры. Наша основная задача: мы проживаем на этой самобытной, богатой, доброй, дружелюбной земле. И наша основная задача — сохранить и культуру Коми народа, и, конечно же, язык Коми. Открыть неделю Коми-культуры доверили детям. Для учащихся первой сосногорской школы была организована игра на знание языка, географии и фольклора нашей республики. Дети – это наше будущее. И мы сегодня в игровой форме. Дети рассказывают о том, что они узнали на уроках Коми, что они узнали на уроках в семейном разговоре. Да? И сегодня подтверждаю, что, в принципе, наши дети-то немало для их возраста уже знают. Вот. Спасибо преподавателям, спасибо родителям, что они обучают. Тем более работники нашего Центра Коми-культуры, они сегодня еще подтверждают эти их знания. Они сегодня и традиции, и культуру, и географию, названия рек, там, мест, городов, все это они повторяют. И, знаете, вот приятно, что дети увлекаются и рассказывают это с удовольствием. Посетив 3 тематические станции, ребята доказали, что школьные уроки для них не зря прошли. За время игры они вспомнили названия населенных пунктов Республики Коми, рассказали о местных охотничьих традициях, продемонстрировали свое знание коми-языка. Да, мне нравится, это надо изучать, что я родился в этой культуре Коми. Мои родители тоже родом с Коми. Опыт, во-первых, больше. Во-вторых, сам родился, сам должен знать, откуда ты произошел. Неделя Коми-культуры в Сосногорском районе только набирает обороты. В ее рамках в городе и поселках состоится множество познавательных мероприятий, как для детей, так и для взрослых. Завершится неделя 3 апреля большим театрализованным концертом «Коми-Гаш», который состоится в 15 часов на сцене Дома детского творчества. Елена Двожик, Андрей Калиничев, Павел Щеглов, Вести Тимана, Сосногорск. Совсем немного остается времени до самой беззаботной и веселой поры для любого школьника – летних каникул. Поэтому самое время вспомнить, что лето – это не только радостная, но и опасная пора. Специалисты утверждают, что именно в это время значительно увеличивается количество случаев детского травматизма, и обязанность взрослых – максимально обеспечить безопасность подрастающего поколения.
С этой задачей успешно справляются в Сосногорском регионе Северной железной дороги. Его сотрудники уделяют особое внимание предупреждению транспортных происшествий в зоне движения поездов и на объектах инфраструктуры. Регулярно проверяется состояние предупредительных знаков, выявляются места несанкционированного прохода через железнодорожные пути, а также направляются информационные письма на предприятия. Особое внимание уделяется детям. В рамках ежегодной акции «Внимание, дети» в образовательных учреждениях проводятся открытые уроки, беседы, где детям в доступной форме рассказывают о том, насколько опасны игры вблизи железнодорожных путей, как себя следует вести, чтобы не попасть в беду. В группу риска входят те дети, которые оставлены без присмотра. Они зачастую выбирают место для игр железнодорожные пути. По данным ведомства, в 2015 году на Северной железной дороге был травмирован 91 человек, более половины смертельно. Кроме того, из-за своей неосмотрительности в прошедшем году пострадали 3 детей. О правилах поведения на железной дороге ребятам рассказал представитель ведомственной охраны станции Сосногорск, заострив внимание на том, что нельзя ходить по путям, пересекать их в неположенных местах, запрыгивать на подножки движущегося поезда, забираться на крыши вагонов. Особенно опасно в зоне движения поездов пользоваться наушниками, разговаривать по телефону. Все это таит в себе реальную угрозу и не раз уже приводило к трагедии. Однако одних только усилий железнодорожников недостаточно. Разъяснять детям правила поведения на железной дороге и самим строго следовать этим правилам необходимо и родителям. Было бы хорошо, если бы вы сказали дома родителям, вы придете домой сегодня и скажете, у нас была такая беседа, и нам рассказали, какие меры безопасности, чтобы взрослые, многие тоже их не знают, эти безопасности. И очень приятно им будет, если им скажет это их ребенок. К мероприятию подготовились не только взрослые, но и дети. Они отвечали на вопросы викторины, читали стихи на тему безопасности и успели прокатиться на веселом паровозике. Как утверждают работники Северной магистрали, целенаправленная профилактическая работа дает положительные результаты. С начала этого года количество несчастных случаев на железнодорожных путях снизилось на 25%. На память о мероприятии его участники получили корпоративные подарки. Елена Двожек, Павел Щеглов, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорский район одним из первых включился в обсуждение программы возрождения республики, озвученной временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Сергеем Гапликовым. Доклад руководителя региона стал темой внеочередного аппаратного совещания, которое состоялось в минувшую субботу по инициативе руководителя администрации муниципального района Сосногорск Дмитрия Кирьякова. Встреча прошла в непривычном формате. На большом экране актового зала администрации транслировалась видеозапись доклада. Цели, поставленные Сергеем Гапликовым перед органами исполнительной власти республики, в ходе совещания трансформировались в конкретные задачи для администрации Сосногорского района и ее структурных подразделений. В начале доклада Сергей Анатольевич акцентировал внимание на том, что в обсуждении планов развития республики приняли активное участие жители Коми. Откликнулись тысячи человек. Благодарю всех, кто внес предложения, кто высказал критику и замечания. Спасибо за неравнодушие, за патриотическое отношение, за способность сопереживать. Это очень важные человеческие качества. Как говорится в Коми пословице, коль загорится человек душой, то он горы свернет. Таким же сегодня должна быть и ответственная наша работа. Работа каждого человека, направленная на развитие нашей республики. Парламентское выступление руководителя региона должно лечь в основу планов социально-экономического развития всех муниципалитетов республики, подчеркнул Сергей Гапликов. Программа возрождения республики включает в себя все сферы жизнедеятельности в настоящем и на отдаленную перспективу. Выступая перед парламентариями, Сергей Гапликов уделил внимание развитию промышленности и транспортной сети, строительству жилья и созданию новых рабочих мест, воспитанию профессиональных кадров и поддержке местного производства. Хочу подчеркнуть, из года в год мы будем ставить перед собой все более амбициозные задачи. И главное, добиваться их четкого выполнения.
В том числе и за счет правильной организации работы и мобилизации всех имеющихся в регионе ресурсов. Убежден, какими бы сложными ни стояли перед нами наши задачи, мы все выполним, у нас все получится. Мы вместе, и в этом наша сила. Одним из приоритетов программы является перезагрузка отношений с крупнейшими компаниями, работающими в нашем регионе. На сегодняшний день уже есть результаты. К примеру, на реализацию программы газификации республики «Газпром» выделит в ближайшие 4 года около 8 миллиардов рублей. Уверен, наша республика, каждый ее житель заслуживает более справедливого и заботливого отношения со стороны крупных компаний. Наш регион десятилетиями вносил весомый вклад в обеспечение экономической безопасности страны. Инвестиции крупных компаний в развитие региона значительные, мы это знаем. Однако явно недостаточные, потому что те намерения, которые сегодня мы имеем, и решительные изменения, которые мы планируем, конечно же, должны в большей степени отражаться в пользу каждого жителя республики и в пользу в целом региональной экономики и всей социальной сферы. Что касается социального партнерства, то начиная с этого года «Газпром» увеличил объем финансирования республики до 2 миллиардов. Подписано и соглашение о партнерстве с компанией «Лукойл». На социально-экономическое развитие республики в этом году нефтяники направят 1 миллиард 400 миллионов рублей, что в 10 раз больше, чем в предыдущем году. Часть этих средств получит и Сосногорский район. В рамках социального партнерства будет приобретено оборудование для городского дома культуры «Горизонт». В целом программа возрождения республики – это портфель конкретных проектов с целевыми показателями, механизмами их достижения и сроками исполнения. Гапликов акцентирует внимание на то, что сами жители должны быть инициаторами преобразований. Каждое новое предприятие – это инвестиционная привлекательность республики и расширение производственного потенциала, дополнительные доходы в бюджет и сотни новых рабочих мест. На сегодняшний день уже есть несколько примеров таких точек развития в городах и районах республики. Не остался без внимания и Сосногорский район. Продолжается работа по проектированию глиноземного завода. Я провел соответствующие переговоры и прошу вас, коллеги, не пугаться. Все соответствующие технологии будут соответствовать мировым стандартам, в том числе в области экологии. На сегодняшний день при строительстве завода будут задействованы около 4000 сотрудников и работников. Дальнейшая эксплуатация завода потребует еще 700 человек. Ожидается при строительстве только фактическое поступление в бюджет 120 миллионов рублей и при соответствующем его эксплуатации этого завода поступление в бюджет будет соответствовать более 2 миллиардов рублей в год. На особом контроле стоят совместные планы республики и Северной железной дороги по реконструкции и капитальному ремонту железнодорожных вокзалов и железнодорожной инфраструктуры. В ближайшие 2 года планируется осуществить ремонт вокзалов, а также новое строительство ряда платформ. На эти цели РЖД на предстоящие 2 года выделяет 1 миллиард 300 миллионов рублей. Одним из обязательных маркеров отношений между властью и крупными компаниями, подчеркивает глава региона, это создание рабочих мест для жителей нашей республики. В связи с этим уже дано поручение Министерству труда, занятости и соцзащиты проработать и реализовать механизм первоочередного предложения вакансий жителям региона. Затронул Гапликов и тему малого и среднего бизнеса. Уже подписан соответствующий указ и дано поручение правительству на разработку комплекса мер по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в перспективе до 2020 года. В этом сегменте и в этом секторе работает каждый 4-й наш житель. Предпринимательства играют важную роль в обеспечении налоговых поступлений. Уверен, его развитая напрямую перспективная позиция отражается на жизни каждого жителя региона. Считаю необходимым усилить ответственность государственных и муниципальных органов власти за развитие малого и среднего бизнеса. Поставить и установить конкретные ориентиры и конкретные цифры, которые будут являться неким ориентиром, по сути дела, дающим оценку деятельности власти в этом сегменте экономики. У чиновников сегодня есть 2 основных задачи. Первая. Одна – это не мешать, а другая – это оказывать эффективное содействие в рамках законов.
Говорят о помощи малому бизнесу и в Сосногорском районе. Так, 31 марта на базе администрации муниципалитета состоится профильный семинар с участием начинающих предпринимателей и представителей бизнеса с многолетней практикой. Также руководитель администрации Сосногорского района Дмитрий Кирейков поручил разработать предложения для республиканской программы поддержки малого бизнеса. Ваши предложения я хочу через 10 дней услышать по кардинальному изменению в эту программу. И мыслите здесь уже немножко шире, чем Сосногорский район. И мы должны первые дать предложение по изменению в республиканскую программу. Говоря о среднесрочной перспективе, Сергей Гапликов не забыл и о самой главной теме – развитию дорожной сети. Одним из важных направлений является строительство автомобильной дороги Ухта-Печора-Усинск. Объем финансирования составит 4 миллиарда рублей. В целом на развитие дорожной сети республики до 2020 года будет направлено порядка 15 миллиардов. Выделены федеральные деньги на строительство дороги Ухта-Печора-Усинск. Мы знаем, что эта дорога идет через Сосногорский район, захватывает такие населенные пункты, как Ирайоль, Малая Пера, которые, к сожалению, еще не имеют асфальтового. Для нас это крайне важно. И вообще, если с Печоры, с Усинска увеличится поток транспорта, это однозначно отразится и на развитии и нашего района. Прошедший год был непростым как для всей страны, так и для республики. Однако, несмотря на трудности, руководством Коми было сделано все для того, чтобы выполнить все социальные обязательства, отметил глава региона. Так, в 2015 году было введено в строй 207,5 тысяч квадратных метров жилья, что на треть выше, чем в 2014. Из аварийных домов переселено более 2,5 тысяч человек, но это в целом по республике. Что же касается нашего муниципалитета, то реализация программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья идет полным ходом. В настоящее время на улице Гоголя уже возведено 3 этажа будущего дома. Согласно плану работ, в эксплуатацию дом будет сдан в конце июля этого года, а значит уже летом 20 семей переселятся из своего ветхого жилья в новые благоустроенные квартиры. В 2016 году начнется подготовка к реконструкции первого корпуса недостроенного здания рядом с гимназией под многоквартирный дом. Жилье станет целевым. Квартиры получат педагоги из общежития по улице Северной, молодые работники бюджетной сферы и другие льготники. И это лишь малая часть тех значимых событий, которые произойдут в Сосногорском районе в 2016 году. Среди них и открытие Дома культуры «Горизонт», оборудование полноразмерного футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе «Гладиатор», продолжение работ по городскому благоустройству и многое другое. Подводя итоги аппаратного совещания, Дмитрий Кирейков подчеркнул, что работникам администрации района предстоит большая командная работа по реализации программы возрождения республики в Сосногорском районе. Андрей Калиничев, Павел Дурников и Павел Щеглов. Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска информация о погоде. По прогнозам синоптиков, последние дни марта будут теплыми. В среду ночью -2, -4. В течение дня воздух прогреется до +4 градусов. В четверг ночью около 0 градусов. Днем +3, +5. Осадки маловероятны. На этом пока все. Напомню, что выпуски наших программ всегда доступны в популярных социальных сетях. Новая информация в ближайших выпусках «Вестей Тимана». А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.